Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре вторник, 20 сентября. Перед началом эпидсезона врачи рекомендуют одномоментно сделать сразу две прививки против гриппа и коронавирусной инфекции. Первыми подали пример пожилые чебоксарцы из состава городского совета ветеранов. Одномоментная вакцинация от коронавирусной инфекции и от гриппа разрешается в обе руки. Это усиливает защитные силы организма и иммунный ответ. Как пожилые пациенты переносят сразу две прививки, расскажем сегодня в наших информационных выпусках. Следите за новостями. А пока к другой теме. Как в чебоксарских школах и детсадах организовано горячее питание? Этот вопрос обсудили на еженедельном совещании в столичной мэрии. В общей сложности в 55 школах и 115 детских садах горячим питанием охвачено более 100 тысяч детей. Продукты в столовые поставляют местные товаропроизводители. Качество питания и санитарные условия в пищеблоках регулярно проверяет межведомственная комиссия. Не остаются в стороне и родители. На сегодняшний день отклики и пожелания только положительные от родительского комитета. В данном направлении работа ведется и будет в течение всего учебного года. Говорят, смотреть на то, как течет вода, можно вечно, а если она течет как-то по-особенному, тем более. Фонтанами жители, гости столицы Чувашии могут полюбоваться в нескольких точках города. Правда, не вечно, а только до конца сентября. Сейчас в Чебоксарах работают 14 фонтанов, однако совсем скоро они уйдут в зимнюю спячку. Это случится 1 октября. Так что успейте до этого времени запланировать прогулку, во время которой можно будет насладиться завораживающим водным зрелищем. В Чувашии продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки «Дары осени». Напомню, в Чебоксарах палатки развернулись в торговых комплексах «Николаевский» и «Северный», а также перед универмагом «Шупашкар». Кстати, там для горожан была организована необычная фотозона. Старинный трактор, декоративные корзины с овощами и мельницы из соломы. Арт-объект от Чувашского государственного аграрного университета стал настоящим центром притяжения посетителей ярмарки. Однако на днях композиция сменила прописку. Она переехала в чебоксарский зооуголок «Ковчег» в парке Николаева. Теперь половина декорации обеспечивает комфорт посетителям, а вторая делает вольеры пернатых более уютными. Ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будут солнечными, но прохладными. Чтобы избежать простуд на стыке сезонов, врачи советуют отнестись к здоровью с особенным вниманием, одеваться по погоде. Не менее важно и укреплять иммунитет, следить за питанием. Специалисты рекомендуют добавлять в рацион морепродукты, которые богаты комплексом витаминов и микроэлементов. Один из хорошо известных продуктов для укрепления здоровья – рыба, причем морская. Именно ее считают кладезем полезных веществ и витаминов. Сегодня в Чебоксарах открылась ярмарка «Икра и рыба камчатская». Там представлена целая рыбная коллекция. Более 37 видов водных обитателей. Среди них белорыбица, тунец и, конечно, королева лососевых – чавыча. Ярмарка камчатских деликатесов расположилась в МТВ-центре. Она будет работать до 24 сентября включительно. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».